Привет всем, кто онлайн. С вами Анна Дергаусова. Специально для тебя все самое интересное и актуальное в реальном времени. Сегодня ты увидишь. За молодежным электоратом будущее, о политическом развитии молодежи в рубрике «Сверхразум». Виртуозное владение телом за пару минут. Мастер-класс для любителей экспериментов. Новости интернет в реальном времени в новой рубрике «В сети». Они – политическое будущее нашей страны, и именно им дано определить облик республики, да и всей страны. Ведь эти ребята не боятся ответственности, определяют, кто будет управлять государством, и сами строят свою жизнь. Хочешь, чтобы о тебе говорили так же? Тогда пора проснуться и сделать свой выбор. Совсем скоро произойдет важное событие в жизни государства. 4 декабря – выборы в Государственную Думу. А это значит, что у каждого из нас есть возможность показать свою гражданскую позицию. Ведь молодежь составляет треть всего населения республики. Однако далеко не все молодые люди собираются отдавать свой голос. С чем это связано и как можно повысить политическую активность молодежи? Эти и многие другие вопросы обсуждают члены Республиканского избирательного штаба с представителями сельских поселений. Так, в Иволгинском районе состоялся очередной круглый стол, посвященный повышению электоральной активности молодежи. Общение с молодежью в преддверии выборов в Государственную Думу, в преддверии выборов главы Иволгинского района показывает, что большинство молодежи в Иволгинском районе, к сожалению, уделяет очень мало внимания выборам. Оно на самом деле не считает это достаточно важным событием в их жизни и, скорее всего, заняты непосредственно устройством своего собственного быта, личными проблемами какими-то и так далее. И вот наша сегодняшняя задача совместно с представителями Республиканского избирательного штаба – это создать совместную модель работы с молодежью. Акции, разъяснительная работа, привлечение молодежных движений, субкультур – все это призвано воздействовать на молодых людей. Ведь только 30% молодежи решили для себя этот вопрос положительно. У нас демократия, демократия, власть народа, то есть мы должны выбирать и, может быть, избранными, я считаю, да, надо ходить на выборы. Я считаю, конечно, я пойду на выборы, и вообще каждый человек должен идти на выборы, так как мы все живем в одной стране, поэтому это наша судьба. К сожалению, есть и такие ребята, которые считают, что все это не для них, и им безразлична не только жизнь страны, но, получается, и своя. Нет, не пойду. Мне уже 18, я бы хотел бы сходить, просто у меня я, во-первых, не знаю еще правильный выбор какой сделать. Тем более, от моего мнения не так уж много изменится. Стандартная ситуация. Пошел бы, но от моего мнения ничего не зависит. Стоп. Кто это сказал? Вероятно, это пустая отмазка равнодушных и апатичных. Молодые люди с активной жизненной позицией рассуждают иначе. Многие не просто сделали свой выбор, но и призывают к этому других. Модераторы. Это молодые люди абсолютно из разных сфер. Молодые учителя, преподаватели, предприниматели. В 2010 году они объединились, чтобы доказать свою способность к ответственному взрослому выбору. И прошли обучение у лучших политтехнологов страны. Это, конечно, шикарные имена, и мы очень горды тем, что мы прошли через все это. Было очень трудно, но, тем не менее, сейчас мы очень заряжены, мы энергичны, и мы хотели бы поделиться своей энергией с молодежью республики. Команда модераторов состоит из 10 человек. Все они распределены в районах Бурятии. Вот и сейчас они в командировках. Селенгинский, Кяхтинский, Иволгинский, Джидинский, Закаменский, Баунтовский, Муйский, Хоринский, Северобайкальский и многие другие районы бескрайней республики. Мы хотим очень плотно привлечь всю молодежь, желательно, чтобы она все участвовала. Постоянно во всех сельских поселениях, СУЗах и вузах города ведется работа с молодежью, проводятся семинары. Цель одна – активизировать гражданскую стратегию. Молодежь должна занимать ключевые позиции, должна быть активной. Я как гражданин России имею право проголосовать, но я пойду на выборы, и, возможно, мой голос, может быть, будет что-то означать. Свою лепту я внесу. По словам ребят, они активно работают и с администрацией президента, администрациями города, районов. Все идут на помощь. Поэтому не нужно бояться, ведь не существует грани между молодежью и властью. Ее не должно быть. Каждый человек должен принять какое-то участие в жизни страны. Я думаю, для каждого это должно быть интересно и важно. Да, я пойду на выборы. Я считаю, что все-таки должен каждый в этом участвовать. Выбираем правительство мы сами. Мы
«Мы находимся здесь, чтобы внести свой вклад в этот мир, а иначе зачем мы здесь?» – сказал однажды американский бизнес-магнат Стив Джобс. Как бы банально это ни звучало, но все же благополучие страны, города и села зависит от гражданской позиции каждого человека. Ребят, я думаю, что все, хватит уже спать, нужно переходить к более активным действиям, нужно наконец-то понять, что все зависит от нас. «Быстрее и лучше всего учишься, когда учишь других», заметила однажды знаменитая Роза Люксембург. Мы не учим других, мы учимся чему-то новому вместе с вами. Если тебе это интересно так же, как и нам, тогда специально для тебя и только онлайн. Рубрика «Действуй». Мы решили провести эксперимент. Сможем ли мы овладеть тем, о чем давно мечтали, за 3 минуты. Капоэра – бразильское национальное боевое искусство, сочетающее в себе элементы танца, акробатики, игры. Непременно сопровождается национальной бразильской музыкой. Как боевое искусство отличается использованием низких положений, ударов ногами и в некоторых направлениях обилием акробатики. Современная капоэра редко используется в боевых целях. Достоверные сведения о капоэре начинаются с 18 века, но фактически оно зародилось несколько ранее. Согласно общепринятой версии, капоэра возникла в Южной Америке благодаря чернокожим рабам, которых португальцы привозили из других колоний – Анголы, Мозамбика, Гвинеи, Конго. И сегодня мы в гостях в фитнес-центре, где проповедуют, где показывают боевые искусства, бразильские боевые искусства, которое называется капоэра. Искусство, которое, как вы видите, находится в танце. Ребята танцуют, двигаются. И сейчас мы поговорим со старшим инструктором этого движения у нас здесь, в Бурятии, Константином. Здравствуй, Константин, во-первых. Вот, мы пришли к вам сегодня сюда в гости. Расскажи, пожалуйста, что это вообще за движение? Капоэра – это афро-бразильский вид единоборств. Уникален он тем, что он замаскирован под танец, под игру. Это самое позитивное единоборство во всем мире. А игра с кем? Игра с соперником. Что вот это может, допустим, дать нам? Капоэра на самом деле очень многое дает, начиная от физического развития и заканчивая духовным. То есть капоэрист обязан уметь не только владеть своим телом прекрасно, он обязан петь, играть на музыкальных инструментах. А как давно у нас в Бурятии, соответственно, в городе Улан-Удэ, зародилось это движение? В Бурятии появилось более 1,5 года назад. Это мы с другом однажды просто-напросто решили позаниматься чем-либо. И так спонтанно случилось, что мы решили копировать капоэру. А можешь ты показать нам, допустим, инструменты, с помощью чего вы создаете музыку? Этот инструмент называется беримбау. Беримбау – это самый основной инструмент музыки и песни капоэры. Погремушка, кашиши называется. Следующий музыкальный инструмент, который мы используем, это табака, африканский барабан. А можешь продемонстрировать, показать, сделать мастер-класс? Конечно, конечно. Первое основное движение, которое все капоэристы делают, это джинга. Джинга – это такое немножко танцевально раскачивающееся такое движение. Из него уже вырастают, исходят все удары, все уклонения, все перемещения. Ну что ж, давайте попробуем. Ногу назад, колено, сзади стоящие ноги прямые, впереди согнутые. Большая часть веса на передней ноге, рука закрывает лицо, вторая рука свободно висит, закрывает почку. Дальше делаем снова, возвращаемся к АДФ. Переходим снова в джингу на другую сторону. Dos, и dos, и dos. Джинга. Рука свободно болтается внизу. Правая рука впереди. Нам показали простейшие движения капоэра. Сейчас нам покажут акробатику. Se você faz jogo ligeiro, dá pulo pra lá e pra cá. Não se julgue tão bom capoeira, que a capoeira não é tão vulgar. Para ser bom capoeirista, pra ter muita gente que lhe dê valor, você tem que ter muita humildade, tocar instrumento, ser bom professor. O capoeira faz chular bonito, canta lamento com muita emoção. Quando vê o seu mestre jogando, sente alegria no seu coração.
Ele joga Angola miudinho, se a coisa esquenta não corre do pau. С вами была рубрика «Действуй». Оставайтесь онлайн! Здравствуйте! Видимых и значимых событий уходящих недель было сравнительно немного. Пожалуй, главным из них стала смерть главы корпорации Apple Стива Джобса, который на протяжении почти 10 лет боролся с раком и за это время стал самым известным бизнесменом планеты. Не было в современном бизнесе фигуры более культовой и более противоречивой. Признанный еще при жизни гением, он стал гуру современных высоких технологий. Правда, очень многие считали его не столько гениальным придумщиком, сколько до невероятия талантливым и удачливым маркетологом, указывая, что сам он лишь использовал чужие наработки. Так или иначе, но в последние 12 лет сработали все бизнес-идеи Джобса, а компания Apple заняла первое место среди IT-компаний по капитализации. Возможно, Джобс сам действительно ничего оригинального не придумал, но он из технических устройств создал продукты, которые сделали IT для миллионов людей развлечением, забавой, частью жизни. Он максимально упростил крайне сложные вещи, сделав их доступными для понимания и использования даже для фактически неграмотных людей. Стив Джобс умер на следующий день после презентации iPhone 4, на которой были показаны незначительные обновления предыдущего смартфона. Итак, внешний iPhone 4s не отличается от iPhone 4. Изменения внутри. Главное среди них новый процессор, двухъядерный чип, такой же как в iPad второго поколения. В 2 раза быстрее чипа A4 и графику обрабатывает в 7 раз быстрее. Все это хорошо для игр. Скорость загрузки данных выросла вдвое до 14,4 мегабит в секунду в сетях 3,5G. Еще изменилась батарея, которая позволяет работать дольше. Наконец, камера. 8 мегапикселей против 5 у iPhone 4. Поддерживается автофокусировка нажатием пальца, распознавание лиц. Появилась новая вспышка. Видео можно записывать в более высоком разрешении. Добавились мелочи вроде доступа к камере из режима ожидания, возможности сделать снимки нажатием на кнопку регулировки громкости и так далее. До конца 2011 года iPhone 4s появится в 70 странах, в том числе и в России. Продажи iPhone 4s стартовали в США 14 октября. Модель 16 гигабайт памяти стоит всего $199, что составляет около 6000 рублей. Однако, если сравнить стоимость iPhone 4 в России за $800, о низкой цене у нас в стране и говорить не приходится. Объединенная компания Афиши Рамблера представила бета-версию обновленных Рамблер карт. Это первый сервис, который перезапускается в новом фирменном стиле Рамблера. Сервис дает детальную картографическую информацию о 2000 населенных пунктах с точностью до улиц и домов. Такого покрытия нет ни у кого на рынке. Уникальная особенность Рамблер карты в том, что с их помощью можно проложить маршрут как в конкретном городе, так и через всю Россию, от Владивостока до Калининграда. Общая протяженность нанесенных на Рамблер карты дорог почти 3 миллиона километров. В населенных пунктах сервис позволяет прокладывать автомобильные и транспортные маршруты. В добавление ко всем новшествам при запуске бета-версии была обновлена технология обработки и отображения картографической информации и пробок. Отмечу, что в реальном времени сервис предоставляет состояние заторов на дорогах Улан-Удэ. Пользуйтесь на здоровье и не забывайте обновлять свой антивирус. С вами в сети был Илья. До следующего коннекта. Все гениальное просто, главное начать творить, действовать и идти к своей цели. И потом, не забывайте, будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей мечты. На сегодня все. И еще, будьте онлайн. До встречи.